Выбитое шкло, спущенные шины и покореженный бампер. Классичный портрет железных пролесок. Потемнел с часом и регистрационный номер. По всем видать, что этот автомобиль прописался на стоянце уже не один год. Вот и на этом авто далеко не поедешь. С початку года у Бресте уже было выявлено 13 безгосподарчих автомобилей. У минулым 75. В случае обнаружения коммунальными службами бесхозного транспортного средства в госавтоинспекцию направляется запрос о предоставлении информации о владельце транспортного средства. Данная информация незамедлительно предоставляется в местные исполнительные распорядительные органы. На законодаўчым узроўні меры, якія могуць быць прыняты ў адносінах да недобрасумленных гаспадароў, прадугледжвае указ номер 348. Ён рэгламентуе арганізацыю збору і захоўвання транспартных сродкаў, якія не эксплуатуюцца, і іх наступную утилизацию. За сотрудниками жилищно-эксплуатационных служб данным указом предусмотрено выявление таких неэксплуатируемых транспортных средств. В дальнейшем мы передаем информацию о месте нахождения данного транспортного средства в администрацию отделов по месту жительства, по территориальности. И уже они непосредственно выдают предписание владельцам этих данных транспортных средств и принимают меры в дальнейшем. Дается собственнику 30 дней на утилизацию самостоятельную, либо вывоз самостоятельно данного транспортного средства. А что робіць, калі аўтаўладальнік не рэагуе? Указом прадугледжана прымусовае перамяшчэнне транспорта на ахоўную стаянку. У вадзіцеля ў трохмесячны срок ёсць магчымасць забраць свой транспартны сродак і пакрыць кошт паркоўкі. Як правіла, гэта не адбываецца. Аўтамабіль утылізуецца. Але нягледзячы на гэтыя меры, аўтахлама ў гарадскіх дварах не становіцца менш. І вось тут амаль што рытарычнае пытанне да аўтаўладальнікаў. Можа быць, вырашыць далейшы лёс свайго аўтамабіля прасцей самому, чым перакладваць адказнасць на іншых. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».